времени Ольга Кривошапкина-Сайдына заявила тему «Духовный смысл знания родного языка для человека». Ольга Алексеевна, пожалуйста. Спасибо большое, Яна. Добрый день всем участникам. Хочу выразить сегодня огромную благодарность Яне за вот это неравнодушие, горячее сердце и на самом деле за то, чтобы вот эта болезненная, интимная, да, очень такая животрепещущая тема, она будет подниматься на поверхность. Это очень важно делать. И самое главное, очень важно соединять людей, объединяться. И вот то, что сегодня Алла говорит, дать понять, что на якутском языке можно заговорить в любом возрасте, что это нормально, что после 40 лет у тебя включается философское начало, у тебя включается какая-то внутренняя духовная потребность вдруг тяги к иным истокам, в том числе через язык. Поэтому вот эта тема, если мы даже сегодняшним нашим вот этим единением, да, сегодняшним круглым столом изменим чуть-чуть мышление, даже градус, погоду в нашем городе, в нашей республике, я считаю, что уже огромный шаг вперед сделан. Об этой проблеме надо говорить. И в чем духовный смысл составляющий, и в том числе, наверное, это немножко помпезно, как шаман нового времени и все такое, но я человек, который изучает мир энергии. Я изучаю все через призму того, что все подчинено метафизическим законам бытия. Так же, как яблоко падает вниз, есть другие законы. Программы рода, программы народа. Это тоже очень интересная отдельная тема. И как человек, который вырос в русскоязычной среде, мама отдала меня в русский класс, да, потому что она приехала из Хандаги и выросла в русскоязычной среде, учитель русского языка. И она почему-то в Хатасах, хотя там полностью якутоязычный поселок, меня с братом отдала в русский класс. И в итоге, конечно, мой дед, учитель якутского языка, автор учебника Сахатала для 5 класса, и внуки, которые такие русскоязычные. Я помню, как дед делал вырезки с белем-бол и с линейкой тонсуя стулудам. Такой, представьте себе, интеллигентный, с высшим образованием, который 37 лет был директором школы, да, и он сидел, пенсионер, Олюска Кальманна, да, и я читала внутренне со слезами там эту вырезку из белем-бол, и каждый мой приход к бабушке с дедушкой был уже опять. Как я ему сейчас благодарна. Весь мой якутский язык, родители тогда вообще по-якутски не пытались ни учить, ни говорить, но весь мой якутский язык в итоге сложился из этого белембола, из того, что мой дед тратил на это время, усилия и так далее. И что я хочу сказать? Так случилось, что в моей жизни превалирующий русский язык, я как человек, который владеет русским языком достаточно на высоком уровне, скажем так, и я могу говорить так, чтобы человек был заинтересован слушать меня дальше, и когда я начала говорить о мире духовности и мире энергии, естественно, как дочь народа Саха, я все даю через призму нашей якутской культуры. И вдруг это стало неожиданно интересно людям, там, миллионным пространству, то есть на меня подписано там около 100 тысяч человек, и когда люди приходят ко мне учиться с разных точек там планеты, там примерно 20 стран были в последнем обучении, сегодня у меня будет конф-колл с девочкой из Нигерии, да, и просто я что хочу сказать, они все восхищены якутской культурой, глубиной, которую дает наша, я все равно считаю, религия, хотя мы не канонизированы, но у нас есть обрядовость, у нас есть уникальность, у нас есть то, что делает нас совсем другими. И все знают слова арайлга, махтал, екут, боркут, салгункут, такие слова, которые, казалось бы, для них совершенно непривычны и непонятны. И я там рассказываю, что если ядуйдор, то дойдол, радойду, всем все становится понятно. К чему я говорю? Когда человек, опять же, мне 45, и действительно какой-то генный код после 40 лет просыпается. Почему? Когда мы начинаем говорить, а еще лучше думать на родном языке, в нас просыпается генный код народовой программы. Это уже метафизический закон. И когда мы начинаем говорить, да, именно у нас энергетика начинает... Вот представь себе архивный файл, он лежит, у вас программа заархивирована на вашем ноутбуке. Но она лежит и не работает. Но как только вы распаковали, вы можете пользоваться всей глубиной и широтой этой программы. Точно так же в нас сидит генный код нашего языка, етла, да? И когда мы начинаем соприкасаться, и тяга-то возникает не случайно, потому что в каждом из нас есть определенный духовный потенциал. Наша внутренняя сила, которая делает нас там, успешными в том
числе в материальной среде, которые делают нас счастливыми в семье. Мы все заинтересованы в улучшении качества жизни. И самый короткий путь – это начать говорить на родном языке. Включается генный код и идет энергоподдержка всех, кто жил за, извините, твоей спиной, весь твой народ, и все лучшее в нас начинает просыпаться. Поэтому то, что мы говорим о сохранности якутского языка, это о том, что если наш язык будет сохраняться, если наш язык будет расти, и выдавать какие-то новые оборотные процессы, то тогда в нас проснется огромное количество талантов. Да? Возьмите Августину Филиппову. Ну никто никогда не скажет, вот эта гениальнейшая женщина, просто величие нации, достоинство, достояние республики, народа Саха и так далее, и так далее. Почему она столь талантлива? Девочка, выросшая в какой-то маленькой деревне, ну все равно, да, и выросшая в совершенно таких наших архаичных условиях. Но тем не менее у нее есть вот это видение 3D, 5D, моделирование, эти невероятные образы, я уже не говорю про ее пушкинские невероятные просто, да, какие-то костюмы, потому что в ней проснулся генный код народа Саха, и уникально, как алмаз. Вот у нас есть алмаз, он такой серенький, страшненький, да, и просто обычный красивый. Но когда мы его ограним, луч, яркий свет преломляет, дает 57 граней, и у нас аж в глазах рябит. Точно так же мы все с вами, по сути, все люди являемся некими алмазами, которые могут быть и сиять во всей красе нашей огранки тогда, когда в нас просыпается генный код. То есть это в том числе некая духовная необходимость, которой каждый интеллигентный, думающий человек, достигший определенного уровня развития, закрывший свои какие-то потребности, начинает так или иначе задумываться. Но есть хорошие новости. Более чем уверена, что с языком будет все хорошо. Да? Немножко бельгианизм. Да? Почему? Потому что структура нашего языка, да, наша, опять, вся наша суть, это ведь не только язык, это наша духовная культура, это наши оладушки, которые мы там раскладываем, да, наши там какие-то отношения к жизни, это вся вместе, вот это составляет как бы народ Саха, и меня как представителя, ну, как человека, как представителя народа Саха. С нами все будет хорошо. Почему? Потому что в нас есть неравнодушие. И то, что мы сейчас засеяли вот эти вот семена, немножко там где-то касаясь каких-то там болезненных, острых тем, это говорит о том, что у народа, у языка есть будущее. Мы все делаем огромный вклад. Я хочу просто поблагодарить сегодня каждого прекрасного выступающего. Получила огромное удовольствие. Ну и в первый раз я нахожусь на этом круглом столе, что оказывается у нас так много многогранных личностей, так много людей, которые вот распаковывая себя как красивый генный код, как алмаз, дарят людям, языку надежду на то, что он будет жить. Спасибо всем за внимание.